Так, традиционно забыл раскидать по группам. Ну, в общем, может, кричать буду, тогда больше всяких. Бомбить Путина, уничтожить, там какие надо слова-то говорить, короче. Ракетный удар по Кремлю, значит, ракетный удар по Курской области, уничтожение бункерного, Путина в отставку, свободу народам Алтая. Ну, в общем, там надо какие-то слова наговорить, чтобы залетела там куча всяких этих персонажей. Ботов там начали всякую чушь там со всяких русских общин там всякую нести. Ну, это боты чисто. Видимо, периодически они там как бы это определенные каналы отлавливают, короче, создают видимость просмотров. Ну, вышел я совершенно спонтанно, то есть обычно я по средам выхожу, но сегодня вот работа, так скажем, рано закончилась, очень интересно было, между прочим, с одним очень известным шведским футболистом, так скажем, э, боснийского происхождения удалось пересечься. Не будем называть имени, ну, интересно. В общем, короче, поучаствовал в таком мероприятии. Ну и вот, и сейчас у Баира Бурята прочитал о том, что там он скептически относится к этим протестам на Алтае. Ну, вы помните, в одном из эфиров я четко сказал, что элите алтайской нужно паковать чемоданы, начать сваливать. Причем делать это самостоятельно и вне зависимости от того, на каких там барышах вы сидите. То есть, когда элита сдриснет в Соединенные Штаты Америки, запросит политического убежища, например, да, может быть, в Южной Корее, может быть, в европейских странах каких-то, то тогда, значит, ну, иная абсолютно ситуация получится. Ну и там протесты, вот этот народный протест, я к нему очень скептически отношусь, особенно вот к этому персонажу, это женщина там, коммуняка, я помню как-то вот наше в 19 году выступление, она там тоже вроде как высказалась по этому поводу, что-то там даже поддержала. Но, откровенно говоря, я за ней давным-давно наблюдал, потому что как моя политическая такая вот активность, так скажем, с выходами на всякие митинги и так далее, она началась по-моему, 15 или 16 году, когда там был случай с этим, с Хагдаевым. Меня этот вытащил, как его, Даржо Дугаров, где я там со всей этой, как его, со всей этой, не то чтобы демшизой, короче, но со всеми этими городскими сумасшедшими перезнакомился в этом, забыл, как он бар там назывался. Ну, короче, там, где геологический музей, там, где Starbucks или какой-то, не Starbucks, господи, как он там называется. Ну, где мы там заседали постоянно, потом нас оттуда выгнали там под предлогом того, что мы там клиентов у него распугиваем, там сидим такой бандой, греемся там и так далее. В общем, нас выкинули оттуда. И там раньше пивнуха была такая, ну, дешманская, что там, пиво, я не помню сколько там. 40 рублей кружка стоила, или полтинник, или, короче. Ладно, предание старины глубокое. Ну и вот, и вот это Баечникова, там это. И я помню вот что-то это, вот там что-то они за экологию, за Байкал там что-то боролись, короче. А это было предтеча чего? Предтеча того, чтобы собрать всех больных вот этих под Ниву экологии, значит. И вдруг в Алтае, читаю, в Алтае вдруг какая-то группа экологов написала какое-то письмо, короче. Там они даже подписи собрали, там, как они обеспокоены тем, что, значит, на реке Селенге собирается Монголия строить, значит, ГЭС, это может повредить экологии Байкала. Да там, ну, общие там накидали, этот Шапхаев там зачем-то залез туда, хотя... Ну, я его спрашивал потом, ну, когда еще живой был, я говорю, а так а чё? Наоборот, эта же дамба, говорю, она поможет Монголии, во-первых, собирать, потому что обмеление же происходит.
То есть дамба, она для чего нужна? Она нужна не просто для выработки электроэнергии, а чтобы воду собирать, чтобы в Монголии, вот в околотке той реки, на которой собирались построить, чтобы сток вот этот зимний, осенний, весенний, точнее, да, когда вот это все тает и так далее, чтобы он просто не улетал и немножко водички оставалось в Монголии, так скажем. Дополнительно они хотели, конечно, там воспользоваться тем, что эта дамба может еще немножко вырабатывать электроэнергии там и так далее. Ну, это как бы, чтобы развести всякие международные организации на финансирование этого проекта, это понятно. И, ну, там монголам нужно было договориться с Россией, короче, потому что есть там какое-то международное соглашение, согласно которому, если река вытекает из одной страны и течет в другой стране, там должны совместные комиссии быть и так далее. Ну, естественно, то есть, если бы монголы как бы какой-нибудь Росгидро, там еще что-нибудь бы пригласили и сказали, что мы будем вместе строить, там тут тырым-пырым, короче, пятое-десятое, то тогда бы, может быть, и не было всей этой возни, да, связанной с экологией. И вот тогда вот это имя начало появляться, и я так что-то читал, думаю, что-то чем-то вот пахнет такой, знаете, едкое. Вот слишком едкое, и слишком это похоже на то, как при совке вот выдвигали всяких вот таких полоумных баб, всяких вот этих станочниц там, со станка там, с завода вот эти бабы там, типа Терешкова, ну Терешкова, ладно, она там в космос летала, но это примерно такого же типа, то есть это не особо умные, короче, то есть и говорят, на книжку читай, но не без дурки, не без ума, как говорится, не без соображаловки, короче. То есть даю тебе книжечку, почитай, там вот за экологию будешь говорить. И мне все время вспоминается вот это стихотворение этого э, про Петровича, господи, забыл. Умер от передоза морфина. Галич. Там Петрович у них такой был, там, значит, такой простой работяга выступал, там, значит, здорово им дал по-рабочему. Ну, это вот такой же персонаж. И в этом отношении Баир Бурят абсолютно прав. И я тоже об этом писал, что там протест вот такой типа народный, там люди что-то вышли с плакатами и так далее. Ну, видно, они все вот какие-то там или родня этой женщины, или там коммуняки какие-нибудь очередные, которые там, ну, знают, что там в свое время они тоже доносики писали, там так далее, раскулачиванием занимались своих там богатеньких. И тут то же самое, представилась возможность там и против коррупции поговорить и так далее. И эти все что-то разнесли с этого с Лиги свободных наций, вот там лидерша алтайского народа, типа, выступила, пятое, десятое. Ну, я, конечно, понимаю с этой точки зрения воюющее государство, им какая разница, надо везде, типа, там, революцию разжигать и так далее. Но она возникла именно в тот момент, вот эта тетка, когда там началось, во-первых, строительство вот этой путинской резиденции, и начались отжимы как будто бы ничейной территории. Ну, то есть там когда-то, может быть, жили представители, значит, алтайской народности, но внезапно вот эти вот все там территории начали отжиматься. Причем так незаметно, короче. То есть просто на кадастровой карте там появился кусок земли какой-то кем-то отрезанный, короче. Все это тихонько, чисто бюрократически все это оформлялось там и так далее. И она возникла для того, чтобы, а вдруг протест возникнет, а вдруг люди вооружатся, алтайцы, это не бурята там, да. Потом начали туда же закидывать, помните, в Алтае там начала собственная вера появляться, ее вдруг там тут же, значит, белая вера, вдруг, ну, шаманизм, да, вдруг ее объявили там сектой, короче, натравили этого Хамбуламу, чтобы вот он там, значит, на Алтае дацаны строил, короче. Ну, естественно, эти что там, как дельцы, они же ламы-то еще с царских времен знают там, где это пахнет-то, попахивает деньжатами и все прочее. Вот они, например,
Столыпинская реформа, когда проводилась, этот же Агван Доржиев подсуетился, там к нашим западным бурятам прилетел, говорит, а вот вышел закон там, по которому, значит, столько-то десятин земли положено, если вы там, значит, храм построите, дацан, то вот столько-то десятин на содержание вот этих иерархов положено, короче. Если, говорит, вот эти, ну, с востока, типа, ламы-то не поедут, откажутся ехать, мы, говорит, с Тибета лам привезем. Вот так, вот такие контакты были тогда, да? То есть, и эти-то тоже, ну, смотрят, что знают прекрасно, что которые по наплыв русни, они прекрасно, все наши родоначальники, лидеры западных бурят, они все прекрасно знали, что там эта Столыпинская реформа обернется еще очередным раундом обнищания, короче. То есть те распаханные нами земли, короче, вот Ванька глаз положил на них, значит. Ну и вот туда они переселялись, это просто отжималось, у кого взяток не было местным чиновникам русским раздавать, тот, конечно, разорялся там. Конечно, там много пострадало именно тех, ну, кто обнищал, кто там лодырь был там и так далее. Ну, кто плохо работал, например, всякое бывает в жизни, да, то есть не все одинаково. И естественно, что часть бурят, конечно, при своих осталась, а части пришлось очень сильно ущемиться, потому что это именно его родовые земли, да, попали под изъятие, так скажем, в пользу вот этих столыпинской вот этой нищеты, короче, как раз большей частью, которая из Беларуси, с Украины, вот с этих вот черноземных земель, короче, туда прикатила, типа пустые земли осваивать. Как осваивать, когда они уже обрабатывались там в большом и в длительном количестве? То есть, что они настолько глупые, но вот этот миф нужно было закрепить. И они до сих пор про этот миф орут, хотя они прекрасно знают, и вот в 70-е, 80-е годы еще орали, значит, вот эти, типа бурят, ну там, когда уже вот все вот это уже, что это изъятие происходило земель там и так далее, все это уже затоптали, короче, и был миф такой, что типа буряты выделили типа эту землю, ну типа земли-то до хрена было, и буряты выделили, мол, сами. Ага, говорю, сами дураки, короче. Свои семьи объедать, короче, чтобы меньше детей было, что ли? Ну, нет, конечно. Поэтому я вот и говорю о том, что... э, так, да. Сайн. Всем здрасте, всем здрасте. И поэтому я говорю, такая вот ситуация о том, что вот этот протест, да, который там на Алтае существует, он специально, ну, созданный, да, чтобы вот туннелизировать его, в определенные эти выводить, чтобы там за национализм не говорили. Я поэтому говорю, что это он хорош там был, знаете, лет там 15 назад, да. Сейчас, когда Рашка ведет захватническую колониальную войну с Украиной, да, для них, для украинцев и там тех, кто там сидит, курирует, так скажем, Лигу свободных наций, там определенных там деятелей национального освободительного движения, да, для них это понятно, любой протест это для, ну, как бы, как будто хорошо. Ну, там книжки же читают всякие вот эти вот тома там всяких оранжевых революций и все прочее. Вроде, мол, можно на этом, даже если это туннелизированный протест, можно на этом, значит, там народ сбаламутить, там, может, каких-нибудь агентов привлечь, там, еще там что-то. Но все это полнейшая чушь. Там даже, по-моему, провели где-то на Сахалине такой же митинг, там тоже какие-то или там алтайцы или живут там сосланные, кто его знает. Ну, в общем, они тоже подняли, что нет, мы там должны сельсоветы оставить, короче, типа, ну, в общем, не дадим там, значит, разрушить сельсоветы и все прочее. А так, а как вы не дадите? Потому что путинская вот эта вся реформа, она же хитро сделана. Они же хитро сделали. То есть, если вы налогов не платите никаких, ну и не будет у вас никаких сельсоветов. Логика-то в этом. А если там все нищие, сознательно обнищавшие, да, люди, то а за счет чего сельсовет будет существовать, если там банально просто даже работы государственной нет?
Сейчас по всей Рашке там происходит закрытие просто-напросто. Если раньше они еще там, ну, как будто бы, исходя из идеологии, там кого-то держали, значит, каких-то вот эти в селах, значит, там существовала почта, там 10 ставок было, например, там все это совмещали, ну и почтальон там вроде как богатый человек был. То лет 5 назад запретили совмещать ставки, короче, ты должен типа всех устроить. А зарплата-то нищенская, то есть получается одно дело, ты там 5 ставок совмещаешь, у тебя там где-то, ну может быть, я не знаю, там сколько, 30-40 тысяч рублей, да, получается. Ну, типа, потому что работать некому. А кого туда поставлять на учет в сложившихся обстоятельствах? Вот этих алкашей, там еще кого-то. Ну и поэтому получается так, что закрывают просто отделение тупо. Ну, потому что оно фактически убыточное. То есть никто туда письма не пишет. Необходимость звонить, значит, через какие-то коммутаторы и так далее, отправлять телеграммы, она пропала, у всех сотовые телефоны, да. То есть как современные технологии, интернет, значит, и так далее. То есть наличие вот этого тупо почтового отделения для связи и, как следствие, пропаганда государственная, оно уже не выгодно. И они просто начинают ликвидировать, соответственно, какие-то там группа налогов, которая должна поступать на деятельность всяких сельсоветов и так далее, начинает снижаться, естественно. То есть село вымирает, пожалуйста, бери, оформляй. Короче, понимаете, вот коренные породные земли. Вот так будет происходить. Ну и плюс дополнительно, конечно, мировой тренд, цивилизационный тренд на урбанизацию. То есть все хотят в города выехать. Конечно, вот как в США решается все просто. Автомобиль, доступный автомобиль, частная собственность. Частная собственность на землю. И плюс христианство, потому что там тоже проблема есть в Америке, что все хотят в городах жить, но полно частной земли наряду с государственной, и люди ее просто продать не могут. Но у них есть как бы, то есть они знают, что они живут на, так скажем, богатой земле, она перманентно продается, но он может под эту землю взять кредиты на всякие веселые вещи, там, например. Был там такой этот, я смотрю такую золотую лихорадку уже, которая там сезон, с Питерем Паркером, там со всеми. Там был такой персонаж, они из какого-то этого, значит, там штата где-то вот в центре Америки. Я думаю, откуда у него деньги, вот, чтобы бизнес начинать, он так вроде стартанул здорово, куча народу. Ну, это вот такой, там неудачник, короче, то есть он сам по себе какой-то вот такой неудачливый, видать. И бросился там, типа, добывать золото и так далее. Ну, у него невезуха вот, короче, то есть он не чует, такой неудачливый в этом отношении, да. И все у него не так, и руки и это, и там вместо того, чтобы работать, едет бургеры жрать там, что-то в этом роде, пятое, десятое, да. И, короче, получается вот такая ерунда, что они просто тупо продавали ту землю, которая им там досталась еще от всяких предков, которые там, значит, эту землю тупо цепанули у индейцев в свое время, да, по всяким актам, когда там что-то $5 надо было заплатить, ну, какую-то смешную сумму, да, и вот кусочками эту землю продавали, и у них, оказывается, там был целый аэродром еще. То есть они в конце концов этот аэродром продали, и все это деньги засадили на добычу золота где-то в Южной Америке и прилетели, короче. Ну, в общем, и в этом отношении, я говорю, наше новое бурятское государство, оно должно будет строиться в первую очередь на частной собственности. И я вот сейчас вот читаю различные виды, вот как там, например, халифат распространялся, какие формы собственности были, например. Потом сейчас тыкнул, значит, потом как под воздействием, значит, турков-сельджуков, например, изменился состав тоже. То есть вот как вот это владение, да, которое выдавалось постепенно, значит, из бенефита превращалось в феод, например, да. Потом, когда монголы этот сельджукский султанат уничтожили, короче, какие формы изменились, да, выдачи земли. То есть это все надо на вооружение взять, но в принципе в современной системе, вот
в подходе о том, что члены партии и борцы, так скажем, с русским режимом в первую очередь будут получать, ну, земляные наделы, так скажем, да, то есть она никуда не пропала. Поэтому вам стоит сейчас задуматься, потому что одно дело там, значит, вы что-то там купили у этого русского государства, какой-то вам кусочек земли нарезали там, да, но вы купили кадастр, вы не купили эту землю. Ну, может быть, максимум какой-то вот слой, в котором там трава какая-то растет и так далее, да. Недра-то все равно не ваши. Захотят построить что-нибудь, по кадастровой стоимости вас возьмут, выкинут, короче. А если вы за рубежом где-то живете, вообще фигушки что получите. И в этом отношении, конечно, вот бум-то в США тоже, когда произошел, этого сланцевой нефти, сланцевого газа. Просто у человечков тогда физически не было возможности там на несколько километров бурить. А потом, когда технологии поспели, вдруг внезапно людишки, вроде бы на Земле, либо в которую уже выкачали нефть, выкачали газ, да, вдруг внезапно обнаружили, что у них есть там еще и сланцевый газ, и сланцевая нефть. И вот этих куча роликов, где там просто чуваки заново перебуривают, ставят там одну шахту, короче, ну вот эту нефтяную вышку, она там качает, там что-то. Ну как-то это работает. Ну и потом он говорит, сколько он нефти добывает в день, и сколько в неделю он этой нефти просто продает. Ну она просто как это, как кубышка у него такая стоит там. Качает нефть эту. И у вас так же будет. И в нашем бурятском государстве, естественно, мы вот этим всяким коммунякам, любителям вот этого всего там государственного и так далее, естественно, жить не дадим. Коммунистическую идеологию запретим. Социал-демократов, естественно, оставим. Вот этих всяких там, этих Молодаевых, там, Морландих, кто там еще там. В общем, угол им там отведем специальный, короче, чтобы они там сидели, там их антиутопию эту свою строили. А всех остальных бурят мы будем, ну, конечно, размножать прям натурально. Покупать у этих кривоногих буритосок яйцеклетки, оплодотворять, значит, это через систему ЭКО или искусственную матку. Будем выпуливать, может быть, даже удастся не 9 месяцев его там держать, а каким-то образом ускорим процессы. Может, за 3 месяца буритенка будем делать. Так. Всем привет. Господи, это что за дурачок сейчас? Если на канале. Ну и вот, и поэтому я вам говорю, что не нужно вот сразу слепо, там, скажем, бросаться и говорить, что вот она там молодец, там, пятое-десятое. Ну, конечно, оно все хорошо, вроде как организовала и так далее. Я сейчас понимаю, что это все тяжело. Но единственное, что вот не на ту точку давит. То же самое вот с этим высказыванием этого. Какой-то там персонаж в якутских СМИ там разлетелось, короче. Что типа он там депутатишка там высказался, да что, да Москва, колониальный характер, типа. И все такие, Якутия просыпается. Ну, во-первых, она просыпается по той простой причине, что там вот за последние 10 лет сколько бунтов было антимигрантских. Вот там один случай я помню, ну, который это, значит, какая-то была пьяная якутка, там ехала, что-то материлась, водила был то ли кыргыз, то ли еще кто-то, и он ее пьяную, короче, она там, видать, ну, замлела, короче, у него в машине, он ее отвез, значит, в этот, и они ее там по кругу пустили, короче, к своим этим приятелям, которые в автосервисе каком-то работали. И при том, что, видимо, и вылезло это все из-за того, что они то ли ее били, то ли еще что-то, в общем, короче, ну, то есть она пострадала, то есть если бы ее просто
шваркнули, ну, условно говоря, да, ну, и также бы посадили, увезли, она, может быть, вообще бы даже и не помнила о том, что происходило. Но ее, видимо, били, короче, параллельно, то есть она вся избитая оказалась там, ну, в кровопотеках и так далее, и понятно, что нужно было как-то ей оправдываться за свои действия, и понятно, что якуты встали. Ну, правда, непонятно, чем это закончилось. Никого на перо там не посадили, короче, не наказали. Я более чем уверен, что таких случаев там в Якутии тоже достаточно, предостаточно, потому что, ну, какой нормальный кыргыз, который хорошо сидит в Кыргызстане, да, он поедет, короче, в какую-то Якутию там, за длинным рублем, работать там как мигрант, короче, он поедет в Москву, да, он поедет в какой-нибудь Ханты-Мансийск, там, ну, где пожирнее зарплаты и возможности, да. Он, может быть, поедет в Европу, если он нормально сидит там в Кыргызстане. То есть туда, к нам, в Бурятию и так далее, ну, извините, но попадают люди, ну, совершенно без каких-либо возможностей там у себя в Кыргызстане. Вполне возможно, что большая часть, конечно, там имеет какие-то значит, сроки там осуждены тоже за такие же преступления против человека, там, да, какие-то насильственные действия, там те же изнасилования, педофилии и все прочее. Там, я помню мою знакомую якутку, короче, Саану по 282 судили, потому что она там высказалась, поймали какого-то педофила там, а он оказался педофилом там в Кыргызстане, короче, тоже статью имел. Ну и что, куда он там, якуты его подмох куда-нибудь запрятали? Да нет, конечно, там непонятно, что с ним стало, может быть, депортировали просто-напросто. И сейчас, представляете, вот эти вот ребята, которые там 10 лет назад бунтовали, или 5, или 7 лет назад, или когда это было, бунтовали, они сейчас повоевали, поубивали, значит, так скажем, на Украине противоборствующую сторону, так скажем, да, и приехали с боевым опытом. И учитывая, что практически у каждого в Якутии есть ствол, причем ствол не гладкий, я вот вас все учу, короче, оформлять гладкие стволы, а потом через 5 лет нарезные, а там уже поколениями нарезуха. Причем ее там такое большое количество, в том числе нелегальное, и каждый якут и каждая якутка умеет стрелять. И медведя могут завалить. И то есть вот этот вот переход, да, ну бывает такое, что вот он животину-то умеет стрелять, а в человека, ну все равно сложно выстрелить. А если он подучился, то понятно, что уже этого устумсу не хватит, короче. Там, укреплять дух там и так далее, да. И уже иммигрант не полезет туда, потому что знает, что там сейчас пропадать будут просто на нож, на перо, короче. Подмох и все, и привет, и никто не найдет, да. И дело производства там ведется на якутском языке. И то есть там в этом отношении в национальном состоянии выше ситуация. И поэтому вот нужно что-то такое вот фронту такую создавать, которая там, ну, вот что-то говорит, глаз народа, как будто бы, да? Что, мол, он, ну, как это было у Чингисхана. Значит, там был какой-то поход, ну, байка такая, которую там советский этот выдумал. Что, мол, настолько он оттренировал войско, что никто не роптал. Что вот мы там где-то по горам лазим, что-то кого-то ищем там, короче, никак найти не можем. Ну, в общем, там такие мелкие стычки, там постоянные жертвы и так далее. Ну, в общем, долго уже в походе, типа поистаскались, короче. Истосковались по земле, по родным. И вот он, этот, значит, слух пустили, что, говорит, какое-то волшебное животное там обнаружено где-то было. Ну и Чингисхан этот, эти говорят, вот там, это значит, вот, ну по поверьям, типа, вот все надо, харе. Раз появилось это где-то животное, короче, надо все заканчивать. Ну, этот Чингисхан говорит, приведите свидетелей. Приведите свидетелей. Приводит 2 монголов. И он говорит, ладно, сейчас с одним буду говорить. С одним поговорил. Угу, говорит, потом со вторым поговорил. Угу. И, короче, фишка в чем оказалась? А он спросил, вот как животное выглядит, что из себя представляет, там и так далее. Как ходит, говорит. Иноходец или, ну, обыкновенно ходит, короче.
И вроде, мол, один сказал, что иноходью, а другой сказал, что, ну, по-обыкновенному. И притча такая, что, типа, монгол даже в пьяном состоянии, ну, невменяемом, типа, не может перепутать, как четвероногое животное ходит, короче. И для себя он решил, что, да, типа, народ-то вот ропщет, короче, понимаете? И вот он там наградил их хорошо, типа, говорит, молодцы, вот, хорошее знамение, там, типа, так далее. Я все понял, типа, сваливаем отсюда. Ну и вот тут то же самое. То есть они как будто бы делают такую ситуацию, что народишко ропщет, значит. Что вот там, колониализм. А при том, что, ну, за последнее там время, сколько тот же Путин Якутии понаобещал, там, мост построить. Причем самое смешное, что я говорю, ну вот построят мост там, да, это значит, что танки русские в Якутск будут залетать проще, быстрее, да. То есть так сейчас в Якутск там им придется, например, понтоны какие-то там, где-то аэропорт, самолеты садить, вертолеты там и все прочее, да, ну если обороняться. А тут мост будет и просто, да. Еще железную дорогу там собирались дотянуть, ну уже практически дотянули, да. Но где там якутам бегать в случае чего? В случае независимости и суверенитета, понимаете? То есть вот тут палка о двух концах. Может быть и так лучше, что этого моста нет. При том, что понятно, что там тоже Бурятия там наобещали этим дуракам там бурятским. Что, сейчас там реновация центра города будет, сейчас там это. И что-то роптание перестало. Ну, вроде как это, что вот там это. Там все вот как дурачки, как вот эти советские прям. Мы там с нацизмом боремся, там этот Батошка Багдаев тоже туда же полез, короче. Его, правда, ну, чтобы он не бесновался там в Бурятии, короче, его там перевели на внешнее дело, то же самое, как это Балтатарову, короче. То есть вот интересно, это Балтатарова, Батошка, кто там еще, какие-то пропагандисты, короче, ну, такие, их вроде перевели. Эту во Францию пустили, короче, сначала в Казахстан, потом во Францию. Этого, значит, на Монголию, типа, там он сейчас ходит и там о величии русского мира с монголами там разговаривает. Сейчас договорились до того, что там какая-то бабка говорит, ламы, говорит, Москву отмолили, говорит, в 41 году. Я говорю, там кто остался -то? Я лично читал книжку Терентьева, где писалось, что от 30 тысяч лам к 46 году осталось только 500. Это у бурят. У тувинцев 1 или 2 осталось. И, значит, и то это, ну, максимум уровень был Хуварака. То есть очень низкоранговые практически. Ну, там же ступени огромные есть там. Каждую ступень ты должен сдавать и так далее. Вот этих высших буддийских иерархов не осталось. То есть кто-то мог обряды там проводить, еще что-то, короче. Ну, грамотежки не хватало, короче. Какие там, что там, с ГУЛАГа они отмаливали, откуда я понять не могу. Ну, эти волшебные истории, ну, любая религия, она там выдумывает, конечно. С национально-региональной компонентой, так скажем. Поэтому потом там, что он написал, типа, там монголы не едят собак. Я говорю, не едят собак, потому что, ну, как не едят-то, я говорю, вон там. В Бурятии тоже пришел кому-то в гости, там, короче, собачатины накормили, там, буряты, кстати. Там, я не знаю, сколько там собак в 90-е, в 80-е, в 90-е годы пропадало, короче, просто, чтобы мяса покушать, короче, дергали, с цепи снимали, как говорится. Все это есть, было, там и косточки находили собачачьи. Так что ели за обе щеки, как говорится. Когда другой возможности не было, ели и собак. И монголы точно так же. А потом, ну, тибетский буддизм пришел. И там ситуация была такая, что в Монголии тибетцы принесли вот эту традицию скармливания трупов собакам, там, грифам и все прочее, короче. И там, говорят, вот эти собаки действительно, они там вымахивали на, так скажем, на человечине, короче, до огромных размеров. Они 2 метра, говорит, холки были. Вы представляете, такая дура была. И говорят, что эти стаи, точнее, этих собак,
вплоть до 70-х годов бегали. То есть храмов уже не было, короче, но они там бегали, жили дикими. И их вот где-то последние в 70-х годах полностью уничтожили. То есть армия прям монгольская там ездила, этих собак-людоедов уничтожала, короче. А они были такие, что они людей не боялись, короче. Ну, а чем занимались? Да, вот эту тонкорунную овцу драли, короче, и жрали. Поэтому, ну, может быть, да, действительно, что этих собак только к 70-му году уничтожили, может быть, действительно свидетельство того, что, ну, монголы как бы уважают собак сейчас, теперешние. Но это не говорит о том, что вообще не ели, не употребляли. Так, ой, все, у нас завелся армян, короче. Барев, Ахпер, мы армяне. И буряты один народ, короче. Да, да, да. У нас уже в Бурятии Хачкар поставили, так что мы часть Великой Армении. Это все знаем, все проходили, короче. Вот там очередной нацик. Поди ухилянт. Так, сейчас исключим его нахрен. Так. Что там маловато народу. Ну, задавайте вопросы, поговорим. В общем-то, про основную тему я проговорил, короче, что не стоит вот этим, которые в России сидят, короче, и сейчас вроде как протест ведут. Ну, это срежиссировано, это для того, чтобы, во-первых, продолжать у тихой сапой, значит, у алтайцев отжимать территории, воровать их охотничьи угодья, короче, строить там дачки всякие, дворцы, короче. Ну, потому что сейчас путинская элита-то, ну, она хоть и имеет возможности везде ездить, но видите, там вонючие ФБКшники, там же они сильно разорались, короче, там, что сейчас начнут собственность отжимать, типа, короче. Ну, та, которая там на всякие офшоры оформлена, там, и так далее. Но я бы что делал? Здесь вот огромное количество просто вот этой русской, не то чтобы нищеты, короче, а вот этих вот всех блаженных, вот этих дурачков, свидетелей, значит, значит, как его, вам не бутербродного там, идола, апостола, или как там, как его правильно назвать-то, короче. И вот они сидят тут, что-то ныкаются, мыкаются и так далее. А я говорю, ну, блин, ну, представляете, выявили там 10 квартир, там 3 виллы, короче, в Испании. Я говорю, что этих навальнят не хватит, чтобы там оккупасами в Испании-то уж. Там захватить это вот имущество, вот это все, которое они там под санкции или еще что-то пытаются загнать там и так далее. Да проблем нет, захватили и живите там, короче, пускай эти русские олигархи там попытаются это дело изъять. Вот то же самое вилла этого. Она ж там стоит заброшена, короче, никто там не живет. Ну захватывайте, короче. Европейское право, оно на вашей стороне, ну стоит, она же это, как его, что? Ну то ли душка не хватает, то ли боятся, что их там эти за такие проделки, значит, испанские или итальянские власти там депортируют в Рашку, например. Ну, знаете, вот это вот трусливая русская позиция, короче, да? Которая, ну вот сейчас вот, например, того же мужа Тихановской отпустили, я, конечно, там немножко подъязвил на больные темы, меня в этом часто упрекают, что я на больные темы давлю, короче, на такие очень. Ну, понятно, что там мужик в ШИЗО сидел там и так далее, то там у бурят, у кавказцев там не принято слезы ронять там и так далее, что он там расплакался там и так далее. Но, первое, он не интеллигент Тихановский, там как-то не обучен этому, так что слезы пускать ему можно. Ну и, во-вторых, он не был никаким там активистом на зоне, сидел в ШИЗО постоянно, судя по всему. 5 лет отсидел, короче, в одиночке. Это, ну, это тяжелое достаточно испытание. Там, короче, плюс там, видимо, постоянно колотили вертухай, короче. То есть там же распорядок. Ему там, что он там говорил, 4 раза в день убирался там и так далее, короче. Ну, то есть не мудрено, что при таком содержании, ну, ты просто сдуреешь просто физически, психически.
А если к тому же ему не позволяли там литературу какую-то читать и так далее. Ну, то есть, если при таком, вот с другой стороны, вот он при таком режиме, значит, сидел, и вдруг он узнает, что Навальный, типа, помер, короче. И он говорит о том, что я решил, что я следующий, короче. Ты-то тут при чем вообще? Ну, то есть там действительно вот в одиночке, видимо, там возникают какие-то там эти наполеоновские планы там и так далее, что паранойя постоянно, да, что вот его следующего там, короче, ну, представляете, на мозги это действует конкретно, короче. Я же говорю, за мной там следили в этой вражке, блядь, у меня паранойя на этом фоне развелась, короче, причем довольно серьезная. И как только я в условия попал, когда за мной не следят, она прошла. Ну, то есть она была слежка-то. То есть, если бы ее не было, и у меня бы паранойя возникла, да, короче, то она бы у меня здесь продолжалась. А здесь она не продолжается, потому что слежки нет. Так. Не, надо сначала утвердиться на наших землях, короче. Мы должны обосновать, значит, в неком священном нашем писании о том, что Бурятия от Енисея до Амура. Это концепция, вы поймите. И все шаманы, все, значит, так скажем, люди религиозных бурятских традиционных культов, они должны в своих молитвах постоянно говорить «Бурятия для бурят», «Бурятам бурятскую власть» и «Бурятия от Енисея до Амура». Когда молитвы к Тенгари и нашим предкам возносят, это обязательно просто должно быть. То есть это постепенно нужно вводить. И в этом отношении, конечно, был прав вот этот Абаев о том, что нужно религию вот эту традиционную немножко подвыдумывать, короче, да. То есть непосредственно общаться, становиться деятелями культа. Он же тоже ведь деятелем культа был. То есть он чан-буддизмом занимался, а потом бац, и шаманизм начал двигать, короче. То есть там черных козлов там вырезать, продавать, там еще там что-то там. Ну, в общем, то есть эта тема должна работать, короче. Так. А потом уже, когда мы на этой территории закрепимся с якутами, с нанайцами, с, значит, прочими народами, да, плюс маньчжуры, естественно, потому что там же маньчжуры раньше жили. То есть с ивенками нужно об этом все обмозговать и обговорить, короче. И понятно, что Карафута айнам отдадим, короче. Там часть, собственно, вот этих портов, может быть, договоримся с режимом Ина, Иров, Ким Чен Иров, короче, может, им отдадим, а может быть, Южной Корее отдадим. И эти, как, вот этих всех корейцев в срачке, когда погонят, короче, ну, которые там с Узбекистана, с этих территорий, мы их обратно туда заселим, упакуем, короче. Вот эту, как ее, Алвайберес главу, короче, туда, на историческую родину посадим. Может быть, там русская Корея будет какая-нибудь, или бурятская Корея, что-нибудь в этом роде. А русские, ну как, никуда не девать. Пущай живут, короче. Ну, как в Латвии, они же никуда не делись, короче, или в Литве. Просто они, кто не учил язык, кто не учил культуру и не признавал власть латышей, ну, они получили это не граждане, короче. То есть вид на жительство просто получили, особые документы, и все, короче. Правда, сейчас их начинают поджимать там и так далее, короче. Ну, это понятно, потому что рождаемость низкая. То есть у всех вот прибалтийских народов очень низкая рождаемость. Они просто не работают над тем, ну как вот эту свободную, образованную женщину заставить рожать, короче. То есть она лучше это пропьет, проколется, короче, да, там где-нибудь по Европам прокатается, короче, да, пронаркоманит там, все свои вот эти клетки, яйцеклетки, короче, испортит. И в 40 лет она уже рожать не может, понимаете? То есть ее только можно как матку использовать для ЭКО. И в этом отношении, естественно, то есть если бы у них были специальные программы, вот, ну, я не хочу это слово употреблять, евгенического типа, да, то они, конечно, бы, ну, немножко бы занимались. Но дело в том, что там же тоже полно вот этих социалистов. Так, короче,
на самой интересной теме прекратилось. Дело в том, что скиньте мне денег на быструю зарядку, короче. У нас здесь полно зарядок, но они все медленные. Батарея, короче, была разряжена, и на этом эфире окончательно доразрядилась. Так что... так. Так что вот такая вот фигня. Ну, в общем, заканчиваем эфир традиционным способом. Вы все поняли. Каждое утро, каждый вечер, каждый день говорите: Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч. Надеюсь, удастся завтра включиться в эфир. Всем пока. Молитесь за Бурятию.